Мордовианс пельзе Ленинграду не оборону антикирть комстюжат солдат, то есть действительно уламутнича вовсть, да еще зняру кондовец кулявтому юмовоснинин. Блокадан сизимансис гемень эвети и ентопудимантин республика сунок ютав не ведь вастуумат. Пролетарской буень васту макурос советятня тедатансень пурнасть маршак лем солону макудосу. Тердезетнин ютксу Ленинград ошсу эвакуированная из Екатерина Чеглинцева. 27 января особая дата в истории нашей страны. Согласно указу президента Российской Федерации, именно этот день отмечается как день снятия блокады Ленинграда. 75 лет назад, 27 января 1944 года, советские войска прорвали блокадное кольцо и отбили город у фашистских захватчиков. Блокада Ленинграда длилась 900 дней и ночей. Оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества и силы духа нашего народа. В нашей библиотеке номер 5 имени Самуила Яковлевича Маршака проводится литературно-краеведческий вечер-встреча «Я выросла в блокадном Ленинграде». На встречу с юными читателями мы пригласили Чеглинцеву Екатерину Михайловну. Она является жителем блокадного Ленинграда. Дополнением к рассказу Екатерины Михайловны является книжная выставка, которая называется «Защитникам и жителям блокадного Ленинграда посвящается». Ребята могут познакомиться с книгами, такими как «Подвиг Ленинграда» Сергея Алексеева, «900 дней мужества» Валерия Воскобойникова и многими другими, которые повествуют правдиво обо всех тех событиях, которые происходили в те далекие дни. Мы хотим, чтобы эта встреча с Екатериной Михайловной осталась в памяти наших ребят. И никогда они об этом не забывали, чтобы в истории нашей страны это никогда не повторялось. Вастаума сусаран ошин школань тунафницетни пурнавоснень турта унефтезель 900 дней мужества фильмась. Солнцевану мадумеля валось Максове Екатерина Михайловна нин. Сонинза ульнисть колму пельмарту иеть, зярду кудураскинза марту пункс эвакуациас. Свал кирцемель сенза сень, куда кувать совстенс ардом с Ленинград ступензав. Текись поладусь, пелиень перть. Жители блокадного Ленинграда слово «блокада» поделили пополам. Я уже об этом неоднократно и ребятам говорю. На блок ада. Ну что, ни воды, ни тепла, ни света, ни еды. Вот единственный кусочек хлеба, который мы делили на 3 части. Обед, завтрак, обед и ужин. И мы его не ели. Но это еще хлеб качественный, а там и целлюлоза, и все что угодно было. Вы знаете, вот сколько я лет живу, когда я хожу вот к ребятам и рассказываю об этом, нет таких детей, которые ко мне потом не подошли и не сказали, что как страшно, чтобы этого никогда не было. И беда в том, что вот сейчас вот эти, как говорят, злопыхатели пытаются все растоптать. В общем, пока мы живы, будем ходить, насколько хватает у нас сил. Будем говорить правду, истинную правду, потому что мы остались единственными свидетелями, которые именно были участниками этих событий. И то, что победил русский народ, победили и труженики тыла, и участники Великой Отечественной войны, как говорят, воедино, потому что народ сплотился, а это свойство нашего народа – объединяться в трудную минуту. Эти вот примеры, они и сейчас видно вот и на тех событиях, где вот на Магнитогорске и на другом городе, которые потерпели это. Поэтому мы как были русские, многонациональный народ, сильный, мы как были, как говорят, победителями, так мы ими останемся. Пусть не злопыхают, мы этого пока не допустим. Я думаю, что и молодое поколение, которому мы объясняем вот эту всю правду истинную, будет знать, что победил русский солдат, победил русский народ, победа за нами. И хочу, чтобы наши дети помнили героическое прошлое нашего Отечества, гордились им. И старались еще, как говорят, приумножить, и помнили слова Георгия Константиновича Жукова, который сказал, что
охотники до нашей страны еще долго не переведутся. Поэтому молодое поколение должно, как говорят, всегда быть готовым защитить свое отечество. Блокада ниетнин перц Ленинград сумаштовсть ламу ломанць, но анся колму процентный чавость бомбать не нялу. Лиятни кулась в очучиде. Маловесе сыней калмаз Пискаревской мемориальную калмазырсе. Екатерина Михайловна ульне сетни нютк сукитвете и эти диекели якасть Санкт-Петербургу покщин тяжкстаму. Летстяса тюжавик сысят кутгемень ветете и есте ошунтень максозель город герой лимись. Весема струнтикели с волшкань примерок скорми аж семи мини-клуматнень подвигест. Рявитешкстам словно макудонь пингстезера и ень перти вожу дивасту литературно-патриотическую курость. Сонзулусу есть от востова отненют автомастеевсь пару коекс. Сона пользуется популярностью, мини-ловенька йоткса. И целец клубте, чтобы мини иденьки сода лезе и кельгали здесь родной край снан. Основное направление от склопте, те, значит, патриотические и и день воспитания есть. Сейчас мест, потому что шабатне авпек сембе сода книги краеведения кувал малама. И поэтому библиотека, значит, те там у них направления, те, значит, традиционная форма работы, тем книжная выставка, значит, ее там обсуждение, ее там встреча, диспут, и так, конечно, ее там библиографический обзор. Клубса, значит, участвуют лувинки, шабатнинди, кунатнинди, кевки, кем колмукиза. Сесть пек интересно, краеведение есть. И сейчас мессинь, и самое главное, заинтересованная мизерда миньотов не там встречат. Значит, Мордовияне знаменитая ломатнень Марта. Кунатне Сашин их библиотека занг. Шабатнень Марта йотов не тем лама работа. Куду максивис есть задание. Синь пек мельса тен семь бентиенца азия охотаста. Кельгама ялгат. Ки келькс есть родной краянц. Ки хочет содам с историянц. И ки интересуется краеведением. Терте дезе мин, значит, библиотека мероприятия с литературной краеведческой клубу Вастама. Комсиетнин пердзер сулите курус пурназель сяду дуламу нефтемат. Презентация тютавтузель литература медиа част. Курос советятни покшмель спаросу воснивить и не отечественной войной ветерантный. Мордовянь судавик сломатней мартом. Кенярдовты неть востовуматниса свал эйкакшт масturунь сышкась.